Всем большой привет, друзья! С Новым годом! По-любому этот ролик выйдет уже в новом году. Так что поздравляю всех с Новым годом. Пожелаю всем хорошим людям того, что хотел бы себе пожелать. Как пел Вахтанг Кикабидзе. А так, главное здоровья, семейного благополучия и всего самого хорошего. Коротко и ясно. А у нас на календаре пока еще 26 декабря. И мы опять на реке. С утра у нас приехать сюда не получилось, как планировали вчера. Домашние дела еще никто не отменял. Да и с погодой вон что творится. Снегопад, метель. Все такое. Весь двор замело, пришлось все вычищать. Куча дел, поездки по магазинам. Да что перечислять. Все сами знаете, что деревенская жизнь, она такая и есть. Хотя живу в поселке городского типа. Но работы хватает. Вот. Ну а так как уж запланировали, все равно выехал, все равно приехал, все равно доехал. И вот еще огромный плюс. Как мы видим, я уже стою на урагане, на льду. Не хожу пешком. Ну, до первого участка могу доехать. Вот. Поставил пробные вчера 6 палок сюда еще. Вечерком добавил. Сегодня мы обязательно их проверим в первую очередь. Ну, а до этого, как и планировали, возьмем ледобур соточку и посмотрим, клюнет что-нибудь в такую погоду или не клюнет. У нас где-то минут 20 полчасика до темноты есть. Под фонариком с удочкой рыбачить точно не будем. Выставлять много удочек точно не буду. А с одной удочкой лунок 10-15 проверю. Погнали. Так, первым делом пробурим луночки. Обязательно здесь пробурю, потому что здесь у меня был обрыв. Кто-то украл мою мормышку. Так, льда. Ну что, лед где-то есть. Особенно где мы ходили, где мы бурили, где вышла вода. Вон сколько уже, сантиметров больше 10. Больше 10 местами. Вот. Старые луночки сейчас пробурю парочку. А местами вон я сейчас хочу показать. Вот там вот я пробурился вчера. Вот тут как бы снега здесь не было налить, а тут вот под снежной шубой. Вон, смотрите. Нет, здесь есть. А вот там вот вчера пробурился. Льда практически не было. Вот здесь. Сейчас вот здесь пробуримся. Сантиметров 3-4 было, не больше. О, видите, да? То есть где-то есть лед, где-то нет. Так, ну что, раз, два, 3, 4, 5 лунок пробурили. Давай будем пробовать. Вот шестую еще пробурили. Попробуем. Ну вот. Насадил опарышей. Тут мормышечка у меня вольфрамовая, красная, с черными точками, и нимфочка. Правда, стали они друг к другу близко после обрыва. Не перевязывался еще. И сейчас закинем сразу в луночку, где у меня был обрыв. Первым делом. Правда, после обрыва у меня поклевок больше не было. Сколько не пытался.
сколько не пытался я поймать этого монстра, который оборвал мне леску, так больше никто и не клюнул. В той лунке вот клюнул хариус, а здесь больше ничего не было. Но вчера я втыкал палки, дно здесь каменистое, это уже хорошо. Так что огромная надежда на то, что они сегодня сработали. В первую очередь мы сейчас их раздолбим, проверим. Снега пока очень мало, я их не засыпал, немножко примерзло. Ну, не сильно, я так думаю. Лед здесь пока очень и очень тонкий. Да, надо было, конечно, бы с утра прийти проверить, но не получается у меня с утра никак. Ложусь поздно, встаю, получается, поздно. Ложусь поздно, потому что очень много работы на канале. Монтаж, обработка, загрузка видео, это все занимает очень много времени. И высыпаться тоже надо. Просыпаюсь, везу мелкого в школу, как бы, и только после этого завтракаю, делаю домашние дела и выезжаю. Если бы выехал я по темноте в часиков 6, то, конечно, бы я приехал с утра, но ну как-нибудь, может быть, или на новогодних праздниках, или что, получится приехать, если погода будет, если морозов не будет. Что это такое? Непонятно. Что-то начало сносить течением. Что-то зацепилось, что ли? А вон трава. Думаю, что такое? Ну, бабах сразу не последовало. Значит, травка здесь есть. Давайте по-быстрому проверим все луночки. В первую очередь. Буквально по 1 минуте. Ну, хоть бы один кто-то клюнул, или свежок, или хариус. Дал бы надежду. В теплую погоду, если будет снежок, можно прийти сюда со вставными удочками с червями. Как бы тоже интересная рыбалка. Но такой рыбалкой я обычно занимаюсь уже по весне, когда теплеет, в плюсовую температуру. Ну или -1, -2. Ну, в общем, как будет потепление, обязательно сюда мы приедем. О, вроде поклевка была, нет? Или показалось? Вроде так что-то остановило. Не хочет. Вот как в прошлый раз, только выключу камеру, обязательно будет поклевка. Ладно, третью лунку еще проверю с включенной камерой. Нет так. Нет так нет. В режиме онлайн, в режиме съемки поймать рыбу у нас пока не получилось. Как бы этого не хотелось, но такое бывает очень редко. Особенно зимой. Не, друзья, нет. В общем, до первой поклевки рыбачим до темноты, потом включаем фонарики, проверяем палки. Все-таки рыбалка на палке намного продуктивнее, чем вот так вот. Ну, если ловится, конечно, на удочку, интересно. Особенно вживую, когда хороший хариус бьет. Красота. О, это что? Опять трава. В общем, все, друзья. Как только, так сразу. Была поклевка. Робкая, еле заметно, но это была поклевка 100%. О, ёрш! Обалдеть! Вот тебе и ёрш. Вот такой ёрш.
Так, ну что, надо приготовить тогда ведро. В принципе, если ёрш будет ловиться, тоже неплохо. Почему бы и нет? В общем, вон у нас первая поклевка, и это ёрш. С одной стороны, ёрш это тоже неплохо. Ладно, сейчас приготовим ведро с водой. Так, ну что, рыбалка на удочку у нас не получилась сегодня. Одного ёршика все-таки мы поймали. Больше поклевок не было. И как бы лопата у меня на втором участке. Но мне уже просто не терпит. Ну, в смысле, чтобы раздолбить побольше лунки. Но мне уже не терпится. Посмотрел, лунки сильно не замерзли. Засыпало снегом. Ставил я их под 150 бур. Ну, думаю, 15 сантиметров это вполне достаточно, чтобы пролез любой налим. Так, ну что, проверяем. Новое место. Дай бог, чтобы что-то клюнуло. Сейчас мы это посмотрим. Надежда, конечно же, есть. Так. Сейчас сначала проверим, а потом уже будем наживлять. О, сразу зацеп. Ой, ты чё? Блин. Вот это вес был. Это что я тащил-то? Корягу или что? Я не понял. Налиму, походу, друзья, тащу. Блин, ведро не взял. Надо было хотя бы мальков туда складывать. Тут я поставил типа продольника, нашел. На мотовильце был намотан 5 крючков здесь. Кто-то дергает, кто-то идет. Кто-то дергает, кто-то идет. Сейчас все перепутает по-любому. Но что-то идет. На последнем, самом большом крючке. Это вот такой вот налимчик. Ну, неплохо. Неплохо. Новое место. Где-то на полкилограмма налимчик попал на самый большой крючок. Вот, заглотил его. Тихо, тихо, тихо. Изначально был зацеп. Я думал, там вообще коряга такая зверская. Тихо, тихо. Ну куда ты, вот куда ты крутишь, блин, хвостом своим. Так. Ну что, пока вот это все хозяйство отпускаем так. Потом привезу живцов наживлю. Заодно еще не вечер, может что-нибудь да еще и клюнет вечерком. 4 живца из 5 на месте. Никто их не тронул. Все живы, все здоровы. Так. Вторая палка. Здесь у нас классическая. Раз, два, три. Так, ну что, натяжка есть? Нет? Натяжки нет. Здесь пусто. Проверять будем потом. Мне чисто просто интересно. Клюнуло что-то на новом месте, не клюнуло. Но вот один налим уже есть. Уже хорошо. Так, тут возле берега тонкий лед. Посмотрим. Есть что-нибудь возле берега? Нету. Возле берега у нас что-то есть. Есть натяжечка. Так. Тоже налимчик. Вот Янскадан. Я говорю, где камушки, там есть налим. Это даже, ну, такой же примерно. На полкило примерно. Налимчик. Самый вкусный размер.
Открывай пошире пасть. Так. Ну, неплохо, скажем, неплохо. Как. Так. Второй. Так, ладно, давайте проверим все, потом будем наживлять. Чтоб 100 раз не выключаться, не включаться. Здесь пусто. В общем, через раз. А здесь вот чуть дальше уже зашуговано все. Так. Никого, тоже никого. Ну, не густо, скажем, не густо. Так что пока сюда ничего добавлять не будем. Посмотрим, как дальше покажет. Так, ну а здесь у нас бутылочка с мальками. Но крючки у нас тоже есть. Крючки у нас тоже есть. Но в крючках у нас никого нет. На крючках, вернее. Живцы все на месте. Все 3 живца живые, никто не тронул. Так что пока переставляться сюда не будем. Ну, эти пусть посмотрим, как дальше скажут. 2 налима, по крайней мере, на 7 палок уже попало. Уже хорошо. Так. Что, наверное, сразу насадить несколько штук. Взять, вернее, чтобы сюда потом не возвращаться. Основных мальков возьмем там. Не будем отсюда везти. Пусть на каждом участке будут свои малечки. На обратном пути можно будет просто проверить, дергает, не дергает. Сейчас наживим все палки. У нас еще одна палочка есть. Давайте проверим, последняя. Наживим все палки. И потом уже на обратном пути просто проверим. Пару часов-то уйдет, если не больше. Может, кто-нибудь вечерком попадется. Так, здесь у нас тоже пусто. Ну все, наживляем, отпускаем, встречаемся на первом участке. Или, нет, встречаемся на втором участке, да. Оттуда начнем сегодня. Ну что, начинаем. Обычно мы этой палкой заканчивали проверку. Сегодня мы начнем с нее. Вернее, мы уже начали. Там на новом месте, где переставили 7 палок, 2 налима у нас уже есть. И сейчас посмотрим, как у нас сработал второй глубокий участок, а потом пойдем на первый. Заберем отсюда живцов, потому что каждый раз мы сюда остатки добавляли, и здесь их стало немножко перебор.
Так что сейчас мы немножко проредим здесь. Ну, конечно же, посмотрим, клюнул ли нам наш язёк, который практически каждую проверку нам здесь клюет. Да, клюнул. Клюнул, друзья, клюнул. Янцекадан не изменяет традиций. Каждый раз нам этот продольник, ну, практически каждый раз. Но последние 4 проверки, это точно по язю нам дает этот продольник. Вот. На этот раз ничего не поменялось. И это радует. Такая статистика нам нравится, скажем так. Хорошая статистика. Вон, видите, сколько здесь уже малька. Ну, достаточно. Вот, хоть легче им дышать будет. А то плотнячком тоже не айс. Так. По-быстрому надо насадить да закинуть. Там они у нас без воды остались. Если вчера была погодка благоприятная насчет проверки, то сегодня у нас она вообще, скажем так, как бы помягче, дерьмовая немножко так. Ветрище, снег и холодает. Хотя ветер дует южный. Не знаю, что он принесет. Но то, что принесло, не очень хорошо. Так, все. Закидываем и приступаем к проверке. Начало обнадеживающее. Когда начинаем с конца. Вот так. Один живец, один язь. Вот Янцекадан. Хороший язь, смотрите. И один живец заглотил. Вон как удачно. Прямо под жабры как раз. Вот. А малька только-только, он даже живой. Можно даже, в принципе, его оставить. Может, еще что-нибудь возьмет. Только-только, видать, попал. Буквально перед нашей проверочкой. Это у нас сработала экспериментальная палка, которую мы закинули рядом. Помните, да, я вам говорил, что надо попробовать к берегу от крайней палки. На глубине ничего у нас не ловится, а на крайней всегда язёк. Так вот, ближе к берегу закинули экспериментально вчера. 3 палки переставили, и вот результат. Отличный язь. GoPro стоп видео. Рано выключил камеру, друзья. Я, когда нет натяжки, как бы, чтобы не тратить время наше и ваше, чтобы в холостую не монтировать, выключаю камеру, ну, заранее, чтобы потом при монтаже было видно, где пустые палки. Так вот, я уже выключил камеру
тяну, и у меня вот колбаса идет. Язёк, друзья. Так что чуть было не пропустили. Янскадан. +1. Если бы я снимал все подряд, то мне не хватило бы ни флешки, ни карты памяти, ни заряда. Если буду снимать, как я отдалбливаю все, как чищу, как готовлю лунки к проверке, это очень много времени. Вы смотрите только как бы более-менее интересные кадры. Я так думаю, то, что как я иду сюда, еду или готовлю лунки к проверке интересного мало. И как бы экономия, заряд камеры и карты памяти, мы частенько выключаем ее сразу, когда видим, что нет натяжки. А тут вот немножко не угадали. Есть натяжечка. Что-то идет. Что-то у нас идет. Не знаю, дойдет, не дойдет, но что-то пока идет. Язь. Колодцы стали уже глубокие. Колодцы, в смысле, вот видите, да, уровень снега, лунка там. Так что если сейчас уже даже и язь сорвется, то есть кидаться за ним, чтобы достать ее с лунки, уже вон, я уже не достаю. То есть мне надо уже, если кидаться, то вниз головой, а это нахрен не надо. На коленях еле-еле. В общем, тут чисто на удачу. Если какому-то язю повезет, он просто уходит и все. Тащим нагляк. С очком здесь никак. Крюком язя тоже ловить. То еще снега навалило вон сколько. С одной стороны, это очень хорошо, потому что когда засыпаешь, это естественная шуба получается, и лунка не промерзает. Промерзают только края, которые периодически где-то один раз за 2-3 проверки обкалываешь вот так края, немножко расширяешь, основное не промерзает. Как бы с одной стороны, это очень хорошо, когда вот такой вот колодец и такой большой слой снега. Я специально так вот не расчищаю, чтобы не промерзало, в общем. Думаю, понятно. Натяжечка. Ну, где-то там наконец-то не прошло и полгода, блин. В общем, все палки, которые были на глубине, бесполезные. Ну, пару штук, может быть, украли, пару штук покусали, а в основном все пустые, все с целыми живцами. В общем, надо 100% передвигать ближе к берегу. Ну, где-то там, блин, уже не дотянуться. Потому что это бесполезная трата времени. На глубине рыбы нет. Что нам сначала рыбалки там попало, может быть, пару язей да пару налимов, и все. Так что утверждение то, что рыба ищет где глубже, здесь не работает. Рыба ходит ближе к берегу. Так, пошли бутылки. Это значит, мы
подходим к концу второго глубокого участка. Даже что-то и дергает. Даже что-то и попало. Язёк, что ли? Да, это он. Ну вот. Хоть что-то шевельнулось в мертвой точке. Практически вон рыба в начале и в конце участка. А в середине на глубине нифига. Не знаю, чего я жду. Почему я не поднимаю. Ну, надежда. Надеюсь до последнего, что... А вдруг? Хотя без толку делать работу мне тоже не нравится. Так что, скорее всего, скоро будем переставляться. Так, что-то закрутило. Что-то дергает. Опа. Что-то есть. Язь. Хороший язь. Янцкадан. Вон, а какой крючок попал. Конкретно. Закрутил, намутил тут. Ого-го. Ну, видать, был мой. Не ушел, значит 100% мой. Так, ну что, надо распутывать. Так, ну вот и наконец-то дошли до последней палки глубокого второго участка. Немножко подустал. Тем более сегодня занимаюсь долбежкой, расширяю лунки. Без помощника тяжеловато немножко. Так, ну, последняя палка, вернее, она первая от берега, сегодня пустая. Вчера здесь что-то было, не помню уже что. Сегодня все трое живцов живые, никто их не трогал. Так, ну чё? И вот такой вот итог. 3, 4, 5, 6. 6 или 7 язей. Не помню уже. И все. А налима нет. Так, все. Убираем. Засыпаем. И идем проверять первый участок. Там все-таки надежда больше на налима. Итак, мы на первом участке и начинаем мы ее с щучьей палки. Ну-ка, да, щучья палка. Или нет еще? Нет. В темноте не разобрать. Да, здесь была у нас щука трофейная. И каждый раз, когда я ее проверяю, надежда, что что-нибудь да клюнет хорошенькое. Но на этот раз ничего хорошего. Живцы все на месте. На этот раз начинаем с пустого. Ну, может быть, наоборот, дальше будет веселее. И не всегда, когда начинали хорошо, продолжалось так же. Как правило, хорошее начало, не очень-то хороший результат. Будем надеяться, что здесь в обратку сработает. Ну, наконец-то. Есть натяжечка. Ждем. Вот он, красавчик. Так. Долгожданный налим. Вот он все-таки клюнул. На сегодня пока самый крупный.
грамм на 700. Такой красавчик, он пузатер. Он такой вот красивый, желто, как лягушка. Желтой расцветки, не зеленый, а желтый. А желтый такой серой расцветки. Вообще красивый, необычный немножко налим. Налимы тоже разных цветов бывают, от черного до голубого, до желтого, зеленого. Обычно зеленые. Вот это красавчик. Энскадан. Так, здесь что-то есть, что-то дергает. Чувствую прям по палке. Что-то язь. Наконец-то долгожданный язь. Опа, тихо. Вон, которые вот попадают на большой крюк, вот такой на лиме крюк. Вот они остаются. Остальные, походу, срываются, что ли. Хотя нет. И там живчик еще один. Не густо, скажем. Много палок с живыми живцами. Так, заметил, что у меня опять глючит камера. Поменял батарейку. Но, в принципе, даже если какие-то кадры и запоролись, особо интересного ничего не было. Улов сильно не поменялся. Более-менее налимчик только один. Ну и два на новом участке. Там несколько язей. Ну, надеюсь, все-таки, что съемка получилась. В общем, остался у нас только верхний ряд первого участка. Начинаем с крайней палки, которая, в принципе, язей нам тоже давала всегда раньше. Сегодня что-то небольшая натяжка есть, но это, скорее всего, живец. Да, это он. Оставляем. Сюда должен, просто обязан попасть трофейный килограмм на 5 на Новый год. Запомните эту палку. Так, ну вот и подходим к последней палке первого участка. Эта палка уже нас не раз выручала. Были и налимы, и язи. Сегодняшняя проверка, которая так обнадежила поначалу, особенно переставленные палки, буквально с первой палки. Что-то не сказать бы, что пусто. Ну, хотелось бы лучшего, скажем так. Сколько травы плывет. Вчера здесь вроде бы был. Улов растет у нас сегодня медленно, но итоги подводить пока не будем. Почему? Потому что сейчас мы пойдем расширять луночки на новом участке. И может быть что-нибудь уже успело влететь. Здесь, походу, рыба кончилась. Но это опять же не факт. Все связано с переменой погоды. Резкая перемена погоды. Ветер, снег. Может быть, из-за этого. Не знаю, посмотрим. Как говорится, сейчас ходим на первый участок. Если там за пару часов то, что мы проверяли, старые палки, что-нибудь попадет, значит, надо менять места. Делать это сейчас не очень-то и легко по толстому льду. Ну, если пару проверок еще будет именно так,
Это значит, или наступило глухозимие, или здесь кончилась рыба. Что, скорее всего, первый вариант. Ладно. О, устал что-то я сегодня. Пойдем глянем. Сначала раздолбим, уберем, потом глянем. Приехали. Приехали. Ну, еще немножко и можно ехать домой. Погнали, поработаем еще чутка. Так, отдолбил я все палки. Ну, коротко покажу, как сейчас из 150-й лунки получается нормальная лунка. Вон 150-я лунка, вот она. Так вот, по краям, если изначально долбить цельный лед, это приятного мало, потому что и в руку отдает, и все такое. Вот когда ледобура не было, переставлять палки это была сущая мука, потому что каждая новая лунка это удары по суставам, локти болят, плечи болят, все болит, подолбишься. Сейчас как бы с ледобуром середину пробурил, и потом с краев потихонечку вот так вот откалываешь. Сразу отдолбить, приготовить. Сильно большую лунку делать не надо. Главное, чтобы влезла лопата. Если чересчур больше диаметра, чуть-чуть больше диаметра лопаты надо, чтобы спокойно можно было выгребать лед совковой лопатой. Если чуть больше, в чем минус? Во-первых, может случайно сам подскользнуться туда, провалиться, или кто-то из своих друзей, кто не знает, что такая лунка у тебя большая на палке. Это во-первых. Во-вторых, когда засыпаешь лунку большую, надо очень много снега. Снег будет проваливаться. А так, вот такая вот лунка, сколько она диаметром? Ну, чуть больше, я говорю, сколько тут, 20, ну 30 сантиметров, грубо говоря, стала наша лунка. Все, теперь снега здесь пока еще мало, немножко пусть подмерзнут края, а на следующей рыбалке уже, когда снега навалит, можно ее будет уже засыпать снегом, и она уже не будет промерзать. Так, ну что, лунки приготовлены. Чтобы экономить время наше и ваше, не будем полностью доставать, проверять. Просто вот так вот достаем, смотрим, натяжка есть, нет. Если натяжки нету, все, видно, что здесь нету. Здесь у нас продольник из 5 крючков. Чутка натянули мальки, но это не рыба. Все, проверили, пошли дальше. Если этот маленький участок будет приносить результат, то можно будет потихоньку оттуда снимать палки бестолковые, которые не ловят, и сюда переставлять. Если ничего не будет, значит надо будет где-то еще найти участочек и попробовать там. Если рыба есть и рыба хочет есть, она бы за
эти 2-3 часа, то, что я был на тех первых участках, уже бы здесь успела пойматься. Но так как мы видим, 2 палки уже пустые, огромного количества рыбы здесь нет. Или уже действительно все-таки наступило глухозимье. Так, посмотрим здесь. 3 палочки. Тоже нету. От многого зависит, от погоды, от давления, от чего мы потерялись. Опять по своей вот так вот в темноте-то ходить по тропам. Это ладно, так потеряться. А вот если на буксировщике заблудиться на реке, где куча промоин, вот это беда. У меня разик было такое. Чуть было не было. Ну, Бог миловал. Все обошлось. Нету. Нету. Вон береговая. Здесь вроде... Здесь вот лед опасный. Я боюсь, что снег вот здесь толстый возле берега, а льда мало. Может промыть. Нету. Так, и у нас осталось 2 палки. Ну и последние 2 палочки. Опа. Блин, сердце ёкнуло. Об лед зацепляется. Ну не, натяжки нет. Вот чем хреново вот эти двойники, где течение сильное, цепляется об лед. Я уже почти все двойники, тройники переломал на одинарные. Если мозги будет компасировать, и этот сломаем. Так, ну вот и все. Последняя наша палка с баночкой. И с чулочком, с прикормкой для запаха. С чулочкой прикормка. Так, ну что, есть, что нет? Не, нету. Ничегошеньки нету. Ладненько. Нет так нет. Ну, где-то там живцы все живые. Будем надеяться, что после перерывчика, а пару дней я сейчас точно отдохну, иначе завтра точно не разогнусь. Послезавтра будем монтировать отснятый материал. Вот через 2 дня перед Новым годом можно будет приехать да проверить. Так, вот такая вот приспособа у нас для пересыпания. Так, видно, да? Готово. Ну все. Все дела запланированные сделали. И это главное. Главное не расслабляться. Вот эти 7 лунок мне уже раздалбливать было лень. Внутренняя лень говорит: оставь. На следующей проверке отдолбишь. Ну, как мой отец говорил, почему-то он всегда ссылался на Ленина Владимира Ильича.
Никогда не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Ну, стараюсь как-то жить по этим принципам. Ну что, смотрим, что у нас сегодня. Что у нас сегодня в корыте? А в корыте у нас сегодня, так, это кулом живец. Раз, два, три налима. Вот смотрите, да, двух вот поймали здесь на новом участке практически сразу. И потом только вот еще один, и все, на двух участках. То есть получается, налим что есть, на новых участках больше его нету. Куда он делся, хрен его знает. И вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 язей. Не густо, ну и не пусто. Как-то вот так. На сегодня все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Язык уже еле ворочается от усталости. На канале Коми Рыбак. Увидимся.